Вручную и с помощью специальной техники городские дороги чистят в круглосуточном режиме. Преимущественно мужской коллектив ДЭО даже 23 февраля отмечал на свежем воздухе. Жены, конечно, это всегда огорчаются, то, что мужья-то в празднике работают. Охота погулять с семьей, побыть. И это, работа, как говорится, есть работа. Рабочего жены звонят, спрашивают, когда я их отпущу. По стихии работаем, по фактической погоде, как говорят. А погода нынче устроила настоящее испытание. Циклон бушевал в Преамурье 3 дня. За это время в Благовещенске выпало 24 миллиметра осадков, что превышает месячную норму более чем в 5 раз. До сего момента рекордсменом у нас был 79-й год. Это был самый снежный февраль за весь период наблюдения. Количество осадков тогда было 22 миллиметра и 0,3. У нас за один снегопад выпало больше. Поэтому февраль 2015 года уже вошел в историю как самый снежный февраль за весь период наблюдения, а это более чем 100 лет. Устранять последствия мегаснегопада городским службам предстоит еще не один день. За ситуацией постоянно следит мэр города Александр Козлов. Когда люди дают оценку, то есть они должны понимать, что есть технологический процесс определенных вещей. И поверьте мне, наши дорожники не подведут. Люди достойные, коллектив сплоченный. Самое главное сегодня человеческий ресурс. Люди несколько суток уже не ложатся спать, меняют друг друга. Пошли работать. Главное, что в городе все же обошлось без транспортного коллапса, в свою очередь считают в ГИБДД. Они постоянно мониторят работу дорожников. Приоритетным направлением являлось это содержание дорожно-уличной сети на магистральных улицах. Именно по тем улицам, на которых осуществляется движение общественного транспорта. В период выпадения осадков автобусные маршруты на территории города Благовещенска движение не ограничивалось. Расслабляться, однако, службы не планируют, пока не устранят все последствия снегопада, который вполне может повториться. Март в наших краях, по оценкам синоптиков, практически зимний месяц, поэтому погода может преподнести еще не один сюрприз. Ольга Туманис, Денис Лугов, программа «Город».